Оспаривать трофей, как и ожидалось, довелось фаворитам турнира. Хозяева льда «Снежные барсы» принимали «Беркут» из Краснодарского края. Начало встречи оказалось за остинскими хоккеистами. Первый период закончился со счетом 4-1. Казалось, что интрига умерла и судьба кубка предрешена. Однако в оставшихся двух периодах гости сумели навязать борьбу и отквитали 2 шайбы. Опасные моменты возникли у ворот обеих команд. Увеличить счет «Снежным барсам» не позволила прекрасная игра вратаря «Беркута». За несколько секунд до финального свистка хозяева чуть не получили 4-ю шайбу в свои ворота, но счет остался неизменным – 4-3, и кубок остается в Осетии. Очень много штанг, очень много голевых моментов. Но, к сожалению, счет не по игре, скажем так. Но упорная борьба, достойная финала. Интрига получилась. До последних секунд держали в напряжении обе команды. Поэтому хоккей получился интересный. Лучшим бомбардиром турнира стал игрок барсов Давид Хабалов. Юный нападающий помог своей команде, и в финальном матче он набрал 4 очка по системе гол-пас. Сам форвард говорит, что в его результативности заслуга всей команды. Сплоченно играли, передачи, пас. На меня играли много. Расслабились в конце. 4-1, расслабились, счет большой был. Победа далась барсам нелегко, но уже следующей осенью их ждут более тяжелые испытания. Владикавказские хоккеисты примут участие в чемпионате России зоны Юг. Их ждут встречи с опытными соперниками из Волгограда, Ростова, Краснодара и других регионов. Руководство команды считает, что у «Снежных барсов» есть все шансы на удачное выступление в турнире. В данный момент команда «Снежный барс» является одной из сильнейших на юге России команд. То есть ребята самая молодая детско-юношеская спортивная школа, но они уже добиваются весомых результатов, успехов. То есть уже наших мальчишек, некоторых из наших мальчишек пытаются приглашать другие клубы. Кубок Северной Осетии – еще один трофей в копилке «Снежных барсов». Эти ребята – первое поколение юных остинских хоккеистов. Именно они будут творить историю хоккея в нашей республике. Историю, которая только начинается. Елена Черенкова, Батрас Пухаев, Борис Супоев, Осетия ТВ.